Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Крымской Республики Молдубаеву Алмазу Тавалдыевичу. Уважаемые судьи, представительство президента Кабинета министров в Конституционном суде Крымской Республики, рассмотрев соединенное производство, имеет следующие позиции. Москаленко оспаривает норму части 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса в части определенных слов, где устанавливается, что вновь открывшиеся обстоятельства – это обстоятельства, существовавшие на момент принятия оспариваемого судебного акта, вступившего в законную силу, вынесенного по существу дела, которые не были и не могли быть известны заявителю. Заявитель считает, что оспариваемая норма в части слова «вынесенного по существу дела» противоречит статьям Конституции, части 4.5 статьи 23, частям 1.2 статьи 61. Я норму не буду. Рассмотрев представленное ходатайство, полагаем, что доводы заявителя заслуживают рассмотрения в рамках Конституционного судопроизводства и являются достаточно обоснованными. Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, которыми участницей является Кыргызская Республика. Каждый вправе защищать свои права и свободы, также обеспечить восстановление нарушенных прав всеми доступными способами. В целях обеспечения полной реализации прав на судебную защиту гражданским процессуальным законодательством, помимо проверки законности и обоснованности принятых судебных актов в апелляционном кассационном порядке, предусмотрено производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу. Кроме того, данный институт является самостоятельной стадией судопроизводства, представляет собой способ обеспечения права на судебную защиту, право на повторное рассмотрение дела в связи с обнаружением существенных для дела обстоятельств, которые в момент разрешения дела не могли быть известны заявителю и суду. Эта процедура предназначена для возможности возобновления судебного разбирательства, пересмотра завершивших дел ввиду открывшихся обстоятельств, которые могут повлиять на результат дела, а не для проверки законности обоснованных судебных актов. Отмечаем, что закон судебного акта становится зависимым от изменяющихся фактических обстоятельств в связи с возникновением вновь открывшихся обстоятельств. Содержание этого института выражается в переоценке фактических обстоятельств материально-правового отношения с позиции того, могут ли вновь открывшиеся обстоятельства повлиять на сделанные судом правовые выводы по ранее установленным судебном заседании обстоятельств. Как уже здесь говорили, что Конституционная палата Верховного суда 17 марта 2021 года по аналогичной норме ВПК отмечала, что в ряде случаев промежуточные судебные акты действительно носят ярко выраженный вспомогательный характер. Однако в других случаях они уходят за пределы данного значения, имеют самостоятельную ценность и могут существенно влиять на исход дела, затрагивая при этом важнейшие интересы как личности, так и общества и государства в целом. Такие промежуточные судебные акты по своей функциональной направленности имеют все черты итоговых актов, способны оказывать влияние как на развитие судебного процесса, к примеру, восстановление срока исковой давности, так и пресекательное воздействие на него, отказ в принятии производства, применение срока давности, прекращение производства. Иными словами, они играют существенную, а порой решающую роль в исходе дела и порождают правопоследствия, выходящие за рамки процессуальных правоотношений, а потому не могут считаться рядовыми. Следовательно, исходя из цели обеспечения фундаментальных гарантий участникам судопроизводства по смыслу статей 20-40 Конституции в редакции 27 июня 2010 года, они не должны рассматривать как судебные акты, пересмотр которых по вновь открывшимся обстоятельствам может быть перенесен на стадию после рассмотрения дела по существу и вынесения итогового решения, то есть ныне оспариваемые 23-61 статьи нынешней Конституции. При таких обстоятельствах невозможность пересмотра промежуточных судебных актов, вступивших в законную силу, вынесенных не по существу дела по вновь открытым обстоятельствам до принятия судом итогового решения, когда промежуточные акты могут быть обжалованы, пересмотрены по вновь открытым обстоятельствам совместно с итоговым решением, является ограничением конституционного права на судебную защиту, что в силу императивного требования норм Конституции недопустимо ни при каких обстоятельствах. На основании изложенного палата определила, что в той редакции часть 1 статьи 268 статьи 268 административно-процессуального кодекса, выраженная словами, она противоречит пунктам
статьям 20-40, которые я уже перечислил. Основываясь на этом и в целях единого применения процессуальных норм при рассмотрении как административных, так и гражданских дел, считаем, что часть 1 статьи 373, выраженная словами «вынесенным по существу дела», не в полной мере соответствует действующим статьям. Действующей части 4 статьи 23, частям 1-2 статьи 61 Конституции Русской Республики. Более близко я сейчас по Плохотину, да, выскажу позицию, а потом уже к Адылову перейдем, если позволите. В части указанного дополнения ходатайства от 10 марта 2023 года со стороны Москаленко отмечаем, что она подается на основании части 4 статьи 34 Конституционного закона о Конституционном суде в связи с возникшей необходимостью на увеличение основания предмета требований. При этом последний предлагает дополнительно признать неконституционным нормативное положение части 1 статьи 375, выраженным также словами по существу дела, совместно с ранее поданным ходатайством в части неконституционности части 1 статьи 373 ГПК, также выраженное словами вынесенного по существу дела. В части ходатайства Плохотина о том, что отмечаем, что заявитель сообщает об обнаружившейся неопределенности в вопросе о том, соответствует ли частям 1 и 2 статьи 61 Конституции нормативное положение части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса. Исходя из этого, Плохотин считает, что нормативное положение части 1 статьи 375, выраженное словами, нарушает требования части 1 и 2 статьи 61 Конституции, поскольку вводит запрет на подачу заявлений по новым обстоятельствам на судебные акты, вынесенные по существу спора, которые могут быть приняты с нарушениями. Такой обстоятельство, по мнению заявителя, является необоснованным, незаконным, несправедливым фактом, что в свою очередь ставит под сомнение объективность отправления правосудия. Основываясь на этом, приходим к пониманию, что Конституция должна гарантировать каждому судебную защиту, которую гарантирует сама Конституция, законы, наши международные договора, участниками которых является. В этой связи положение части 4 статьи 100 Конституции предусматривает правовой механизм пересмотра вступившего в закон в силу судебного решения в установленном порядке. С учетом изложенного, поскольку статья 375 взаимосвязана со статьей 373 указанного кодекса, а также принимая во внимание однородность требований по указанным ходатайствам и в целях единого правоприменения процессуальных норм при рассмотрении как административных, так и гражданских дел, придерживаемся ранее представленной правовой позиции по ходатайствам Москаленко и полагаем, что часть 1 статьи 375, выраженная словами «вынесена по существу дела», не в полной мере также не соответствует требованиям Конституции. В части 3 дела Адылова, представляющий интересы АОМ, мы распаривает норму части 2 статьи 267 АПК. Кодекса об административном процессуальном устанавливает, что по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам могут быть пересмотрены решения суда, определение об отказе в принятии иска, определение о прекращении производства по делу, определение об оставлении иска без рассмотрения. Адылов отмечает, что данные нормы противоречат части 4 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 61. Рассмотрев доводы представленного ходатайства, считаем, что обоснование заявителя о несоответствии оспариваемой нормы АПК частям 4 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции являются необоснованными по следующим основаниям. Отмечаем, что реализация конституционного права на судебную защиту происходит в случаях, когда заинтересованное лицо не может урегулировать возникший правовой конфликт, либо подтвердить юридическое значимое обстоятельство во внесудебном порядке. С учетом этого заинтересованное лицо, обратившись в суд за защитой своих прав и законных интересов, добивается от суда правовой помощи и защиты. Одновременно законодатель предусмотрел в АПК возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке, в надзорном порядке и по вновь открывшимся порядку. Целью указанных процессуальных инструментов является проверка законности, обоснованности решений, выносимых судами, и тем самым обеспечение эффективной защиты. Согласно частям 1 и 2 статьи 270 определено, что суд, рассмотрев заявление представления о пересмотре акта по вновь открытым обстоятельствам и новым обстоятельствам, либо удовлетворяет, либо отменяет судебный, либо отказывается в пересмотре. Определение судов первой апелляционной инстанции удовлетворения, либо в отказе удовлетворения заявления представления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном главой 24 АПК. Следовательно, в вышеназванном кодексе предусматривается механизм обжалования в общем порядке определения судов первой апелляционной инстанции, в том числе пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть мы говорим о том, что если Иссык-Кульский областной суд, как указывал наши заявители, он пересмотрел, и когда они дали, то есть получили отказ, то есть они это могли обжаловать в Верховный суд. То есть могла быть, тут, если, например, Верховный отказывает, то, соответственно, мы считаем, что это решение окончательное, оно подлежит, то есть в общем порядке должно быть дело по существу пересмотрено. Но я понимаю, конечно, обратившаяся сторона считает, что не выходя в этот спор, то есть можно было отменить тот акт, который закрепил право собственности там, в 2007, да, по-моему, году, я вот момент не запомнил, но и если там через столько лет Иссык-Кульский областной суд считает, что есть основания для пересмотра, в принципе, мы можем сказать, что если дело будет по существу рассматривать, пожалуйста, они могут пойти в суд, поднять это постановление в 1986 году, где уже у закрепленного АО «Мамыр», там, я не знаю, сколько-то там гектаров, изымают 14 гектаров, то есть, в принципе, как бы дело предрешено, да, но именно из-за вот этих механизмов, которые не позволяют, то есть они не хотят идти в суд общей юрисдикции по существу, поэтому обращаются в суд, да, но в данном случае, если решение Иссык-Кульского областного суда пересмотрено в Верховном, именно по факту вновь открывшихся обстоятельств, то, соответственно, возможно, дело надо рассмотреть в общем порядке. Так, еще что у нас так? В АПК предусмотрен механизм, при этом вновь открывшиеся обстоятельства, это обстоятельства существующего, ну это мы уже говорили, спецификой данной стадии является нацеленность именно на отмену решения, вступившего в законную силу. Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам имеет целью воздействовать именно на существо решения, добиться иного решения по существу дела. Отмечаем, что норма АПК введена законом от 12 июля, то, что вот вы задавали представителю. Вышеуказан разработан с учетом и в целях реализации решения от 17 марта. В этой связи совокупное рассмотрение положений части 2 статьи 207 решения Палаты 17 от 17 марта 2021 приводит к выводу, что оспариваемое нормативное положение не противоречит нашей Конституции. Из смысла приводимых ходатайств о двух обстоятельств видно, что процедура обжалования промежуточного акта в 3 инстанциях исчерпана, то, что я вот приводил пример. При этом, согласно части 3 статьи 276 определение судебной коллегии Верховного суда об удовлетворении либо отказе удовлетворения заявления представления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам обжалованию не подлежит. В этой связи предоставление возможности применения новых обстоятельств, на наш взгляд, необоснованно увеличивает то, что говорит. То есть, да, если бы пойти по пути обращающей стороны, да, конечно, не надо рассматривать дело, да, решите нашу пользу, и не будет волокит. Да? Поэтому в данном случае мы считаем, что это в данном случае, то есть, чтобы восторжествовала справедливость, я как сказал, у них есть все доказательства. Если в 1986 году участок уже их был, то что мешает им в суде общей пересмотре по существу заново доказать свою правоту. Поэтому мы считаем, что часть 2 статьи 267 не противоречит части 4 статьи 23 частям 1-2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. В этой части мы просим Конституционный суд отказать в удовлетворении их требований. Спасибо.